телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Happy Baby. Ждем вас в торговом центре «Ураса Молл», 3-й этаж. Всем привет! Меня зовут Вика Андреева, и это шоу «Мы справимся». Честно, мне очень повезло с мужем. Он не только замечательный супруг, но и очень заботливый папа. Мы сразу договорились, что ночью к ребенку встает он, подгузники меняет он. И даже сейчас, когда я работаю, с малышом сидит тоже он. Петь, прости. Именно таким современным и заботливым отцам сегодня посвящен наш выпуск. Их в Якутске оказалось немало. Посмотрим? Сегодня в выпуске мы пригласили лучших пап, которых посоветовали наши телезрители. Вспомнит ли Михаил Копырин, во сколько родилась его дочь? Когда родилась дочка, я вот точно помню. 20-20. Музыкальный папа Кирилл Третьяков учит детей играть на барабане. Занимаются, играют, придут, постучат. Ну, то есть они уже в этой теме. А услада папы, да? Сергей Кияшев с сыновьями играют в футбол даже дома. У нас есть такие примитивные ворота в виде шкафа, ковер постеленный. Ну, пока дома ничего не разбили. Посмотрим, узнают ли дети своих пап только по рукам. Папа? Точно, папа это. И проверим пап на толерантность к изменениям в женском теле после рождения детей. Ну, это же естественно. Ты родила ребенка, не надо париться. Я ее полюбил не за тело, а за ее прекрасную душу. Все, что создано природой, да, это как бы оно так и есть само по себе естественно. Как знакомить малыша со взрослой пищей? В рубрике «Сказка для малышей» разберемся, готовить самой или покупать готовое. Я сильная женщина, я все успею, все смогу, я достаточно хорошая мама. Справиться в одиночку задача хоть и выполнимая, но очень сложная. Слава Богу, у многих из нас есть секретное оружие. Муж, крепкое плечо, папа с большой буквы. Помогает ли ваш супруг ухаживать за ребенком и делите ли вы обязанности? Да, очень хорошо помогает. Каждый вечер сидит, утром дает мне время, как бы куда-то сходить мне тоже помогает. И делим обязанности, да, посуда, полы иногда, все муж тоже помогает, делает. После роддома, можно сказать, месяца два все делал муж. Первый ребенок, наверное, это как бы опыт. Всегда надо вместе справляться со всем. Поэтому я как стараюсь, как могу, помогаю. Несмотря на то, что он работал полноценный рабочий день, там, спустя 3 месяца после рождения дочери он позволял мне, то есть приходя с работы, оставаясь с ребенком, он позволял мне заниматься какими-то своими делами. Но я предпочитала ездить на работу, потому что у меня такой график, больше вечерний, да, вот. И, в принципе, мы этот период прошли достаточно комфортно. Слава Богу, что да, у меня очень понимающий муж, да, и он никогда вот ничего мне не запрещает, никогда не держит меня, как бы, да, дома. Он не говорит, что вот ты куда детей оставила, ушла, да. Он всегда меня поддерживает. Если он свободен, он мне помогает. И за детьми может присмотреть. Он очень помогает. Он помогает настолько, что у нас уже 4 детей. А можете вы доверить ему вот оставить ребенка и пойти куда-то отдыхать? Ну, могу доверить, но, конечно, все равно материнское как такой трепет и переживание есть, а так могу доверить спокойно. Это же сам такой же главный после меня человек, папа. Я это обязательно сделаю, ну просто я кормлю грудью, поэтому мы с ней сейчас с дочкой прям очень 24/7 вместе. Когда ребенку уже было полгода, я могла выйти хотя бы на 3 часа, и он сидел с ребенком в таком раннем возрасте. И сейчас я спокойно могу оставить его с дочкой, и все будет прекрасно. Потому что я считаю, что он такой же родитель. Это не значит, что только мама должна заниматься ребенком. Это скорее
60/40. Легко, вообще легко. Я могу спокойно оставить вообще с легким сердцем. Я знаю, что ребенок накормлен, будет помыт, уложен спать вовремя, да. Отец ответственный у нас. Ой, я так делаю, я постоянно так делаю. Регулярно уезжаю на 2 недели отдыхать одна. Муж остается со всеми детьми один. Было ли у тебя желание взять и уехать? Вообще вот одному отдохнуть на недельку? Нет, я вообще отдельно от семьи как-то не очень люблю. А ваши отношения, если в декрет уйдет папа? Ну, это странно. Это странно для меня, потому что у меня, что у моего мужа достаточно такая семья традиционная. Конечно, я это не буду осуждать. Ну, в нашем случае, конечно же, папа наш больше зарабатывает, у него больше дел, поэтому я не против сидеть в декрете. Ну, в принципе, да, почему нет? Оба родителя несут ответственность за детей, поэтому, в принципе, здесь ничего такого я не вижу. Я считаю, что это очень правильно, можно, да. Почему бы нет? Нет, наверное, нет. Вы не согласны? Да, я не согласна с тем, чтобы отец выходил в декрет, когда ребенок только родился, да, вот если начинать с 4 лет, вот тогда в этом возрасте для мальчика особенно, мне кажется, вот нужно прям вот, чтобы отец был рядом. Папа, как много в этом слове любви, смыслов, воспоминаний. Безумно приятно сейчас наблюдать за современными молодыми отцами. Они с неподдельным интересом, удовольствием следят за здоровьем своих малышей и разгружают маму. Все это можно сказать о нашем первом госте. Михаил Копырин – папа 2 детей. Он признался, что самые лучшие дни начались у него после рождения малышей. Михаил с удовольствием смотрит показ мод своей дочурки Любушки и полюбил арбуз ради своего сына Ванюши. А за своей женой Анной Михаил поехал в Питер сразу после знакомства и добился ее любви. И многим тем самым напомнил, что счастье мы создаем себе сами. Михаил, Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Вика. Сегодня вы у нас со своими детьми. Представьте, пожалуйста, кто это? Это наша старшая дочь Любушка и наш младшенький сын Ваня. Сколько Ванечки? Ване 7 месяцев. Так, сегодня наш эфир посвящен папе. Анна, скажите, какой из Михаила папа? Ну, Миша очень хороший отец, очень заботливый, всегда помогает с детьми, дает мне отдохнуть. Да, я думаю, что мне очень повезло с ним, как с мужем и как с отцом моих детей. Ребят, сейчас я предлагаю протестировать нашего папу. Давайте попробуем. Смотрите только на меня, отвечая на вопрос. Во сколько часов родился Ванюша? Ванюша родился утром в 9:38. Ого, точность, как в аптеке. Когда появился первый зубик? А у Любушки первый зуб, как и у Вани, они у обеих появились в 7 месяцев. А в каком возрасте Любушка пошла, сделала первый шаг? В 11 месяцев, но полноценно она начала ходить где-то вот когда ей исполнилось 1 годик. А что Любушка любит кушать больше всего? Фрукты. Это арбуз, дыня и разные ягоды. То есть она очень сильно любит смородину, клубнику, малину и вот прочие ягоды. Ягодная девочка, Ягодная да? девочка. Так, а какое было первое слово у Любушки? Мама. Но потом сразу папа. Папу она не забывает. Папа позаботился об этом, да? Конечно. Что больше всего на свете Любушка любит делать? Играть с детьми. Она очень у нас творческая девочка. Она очень любит танцевать. Танцевать, тогда она очень хорошо. сильно любит переодеваться. Она любит устраивать нам показ мод. Вот. Она у нас прям девочка-девочка. Понятно, принцесса. Принцесса, папина принцесса. Папина Все верно. принцесса. А что нужно, чтобы Любушка заснула? И Ванюша? С Любушкой до годика обычно вечерний ночной сон. Обычно я брал на себя. Я ее укладывал, вот таким образом я ее брал к себе, обнимал
я включал тихую, спокойную мелодию, и мы туда-сюда ходили. Она вот по-другому, да, на руках, да, она укачивала ее на руках. А потом она стала больше проводить время с мамой, потому что я начал больше работать, и она начала засыпать с мамой. Поэтому, скорее всего, для Любушки, чтобы заснуть сейчас, это нужно нахождение мамы рядом. С Иваном все проще. Кто возьмет его на руки, тот его и укладывает, он так и засыпает. Он пока еще не выбирает. Маленький мужчина, да, да, такой? Вот вы так много говорили про Любушку. Будете терпеть макияж, что ногти накрасить вам? Но она уже сейчас заставляет меня делать ей маникюр. Вот она почему-то, когда берет лак, она всегда зовет не маму, а меня. И я ей периодически крашу ногти. Сколько бы это неровно или не очень, но она все равно выбирает папу. Вы играете, да, в маникюр? Да. Вот, настоящий папа. Так, вернемся к нашему тесту. Анна, правильно ли ответил Михаил на первый вопрос? Во сколько родился Ванюша? На первый вопрос... 9:38. Чуть-чуть. Ошибся? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. На сколько секунд? Ну, там на пару минут он только ошибся. Ванюша родился в 9:50. 9:50. Ну, совсем небольшая разница. Думал, что это было вот до 10, я помню точно, и я помню, что это было после 9:30. Да, из-за пандемии я не присутствовал на родах, и поэтому я вот точное время не запомнил. А Любушка тогда во сколько? В 20:20. 20:20. Он тогда присутствовал. Я присутствовал, у нас были партнерские роды, поэтому я вот, когда родилась дочка, я вот точно помню. Ну, вы молодец. Молодец. Так, угадал ли, ну не угадал, а знал, точно ли ответил Михаил про первые зубики? Да. И в каком возрасте пошла Любушка тоже? Да. Ну, как-то скучно, да? Идеально. Все вопросы у него прям точно в цель. И первое слово мама, не папа? Ну, она так, и мама, и папа как-то одинаково. Любимое занятие тоже угадал, конечно Да. же. Угу. И что нужно для ритуала, чтобы заснул? Ну, это точно. Да. Хорошо, да. Тест на отцовство Михаил выдержал с достоинством и честью. Я в вашем блоге, Михаил, прочитала, что вы рекомендуете молодым родителям полезную литературу. Мы с женой, когда вот у нас родилась дочка, мы столкнулись с очень многими вопросами, которые мы не знаем. Родители, они, конечно, помогали, наши родители, но у них вот, ну сколько им было, когда они нас рожали, и сколько им сейчас, они многие моменты уже не помнят или То есть подзабывают. вы прошли боевое крещение? Да, можно сказать. И нам нужен был проводник в этот мир родительства, и мы начали искать, ну, как современные родители, через литературу. Нам вот очень сильно помогла вот книга Федора Катасонова «Педиатрия», потому что она очень сильно... Сама книга, обычно книги, они бывают для родителей о детях, а вот книга Федора Катасонова, она была больше родителям о родителях, когда они становятся родителями. Вот. Да, и совет тогда. Зеленым мамам и папам. Самый главный совет. Не тревожиться. Не тревожиться. Да, родители, мотайте на ус. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. Спасибо большое. Папы разные у нас, классные, и дети себя чувствуют рядом с ними под защитой. Встречайте семью Третьяковых. Кирилл, Аня, привет. Привет. Папа Кирилл, мама Анна, дети Ванюша и Степа. Пикники, велики, игры, рисование и музыка. Много музыки. Конечно, когда папа основатель школы музыки. Сыновья уже давно привыкли проводить время на репетициях местных групп и растут практически как маленькие рок-звезды. Вы оба творческие люди. Ага. Кирилл в музыкальном мире, а Аня в мире искусства. Ребят, как вы объясняете детям, чем вы занимаетесь? У нас дома лежат музыкальные инструменты, гитары, барабаны. Придут, постучат там. Ну, то есть они уже в этой теме. Ване 6 лет, Степе 3 года. Они это слушают. Ваня любимая группа «Пантера». Ого! Да. Ну, что это за музыка? Тяжелый рок такой. О,
Да, услада папы, да. Аня, а как ты объясняешь, чем ты занимаешься? Аня у нас искусствовед. Я обычно провожу лекции, и когда ухожу куда-нибудь, Ванюша все время знает, что я пошла рассказывать лекцию. И дома мы обычно занимаемся картинками, маленькие картиночки из музея, и мы их раскладываем на столе, и Ванюша запоминает или название картины, или автора, и я одну, например, прячу, или две картинки. И Ванюша должен угадать, какая картинка исчезла, когда он отвернул. Здорово. Давайте поговорим с папой. Кирилл — основатель школы музыки в Якутске, и я видела, что ты берешь сына на репетиции. Да, иногда, когда нужно с собой взять. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как ведет себя Ванюша на репетиции? Ну, примерно так же, как сейчас. Поэтому я его стараюсь особо не брать. Я почему его не беру, потому что там же эти барабаны громкие и так далее. И как бы пока что, мне кажется, не надо. Там довольно громко бывает. А Аня с собой брала детей на работу? Нет, нет. Ну, потому что там лекции, да, наверное? Ну да, там просто приходит очень много людей. Кирилл, как ты находишь время, чтобы быть папой? Ну, сложно ли не творчески именно, да? Вот, мешает ли творчество семье, скорее всего, мешает ли работа семье в этом плане. Бывает, ты вот очень рано утром встал, там какие-то дела сделал, вечером поздно домой приехал, и на семью совсем времени не хватает. При этом еще нужно своим творчеством заниматься, еще этим. Ну, как бы и вот с этой точки зрения, да, мешает работа. А творчество нет. Как оно может мешать? Своим творчеством подаем пример детям. Аня, опиши, пожалуйста, своего мужа как отца семейства. Какой папа Кирилл? Папа Кирилл у нас очень конкретный. Если папа наш занят делом, значит, ему не нужно мешать. У нас все на папе держится. Все держится на папе. У нас, если какие-то форс-мажорные ситуации происходят, то мы всегда знаем, что у нас есть папа, и с папой ничего не страшно. Что и требовалось доказать. Папы у нас самые главные, и все на них держится. Я больше отвечаю за безопасность и за материальное состояние семьи, да? А мама отвечает вот за тыл и за то, чтобы дома было уютно, была еда, и дети были накормлены, одеты и все такое. Ну, классическое такое разделение обязанностей. Кирилл наверняка отличный пример для своих сыновей. Какими ты видишь своих Ванюшу и Степу? Мне кажется, важно ребенку дать уверенность в своих силах, чтобы когда он уже отделился от родителей, у него всегда была уверенность, что он все может. Для мужчины очень важно это. И вообще для любого человека, мне кажется. И вообще, мне кажется, в ребенке главное замечать, какой он, да, и его не подавлять, характер не подавлять, не говорить, каким ему нужно быть, а принимать его таким, какой он есть, и, наоборот, эти качества в нем поощрять. Да, я уверена, что Кирилл именно такой. Кстати, Кирилл, мы тебя не отпускаем, и Ванюшу со Степой тоже. У нас еще приготовлена игра. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. В Америке папы, так же как и мамы, принимают активное участие в воспитании своих детей. Беседы, прогулки, активности – это обязательный пункт для американских пап. В Германии папы берут полноценный декретный отпуск и начинают ухаживать за своими младенцами с самых первых дней. Там курсы для пап, для начинающих пап очень популярны. Самые строгие папы живут, знаете где? В Китае. Для них дисциплина и успеваемость превыше всего. Но в Китае это понятно из-за жесткой конкуренции. А в Японии живут самые трудолюбивые папы. Это, с одной стороны, очень хорошо, но, с другой стороны, грустно. Ведь по статистике в Японии отцы видят своих детей примерно 40 минут в день. Это очень мало. Но зато они их очень любят и балуют. Правда, только до 5 лет. Всем здравствуйте, меня зовут Вида, я живу в Японии, в городе Токио. Существует много мифов о японском родительстве. В этот раз я вам расскажу о том, какие они японские отцы. Итак, японские папы. Жизнь в Токио входит в рейтинг самых дорогих городов для проживания.
Дорогая медицинская страховка, налоги, аренда жилья, обучение детей и многое другое требует постоянного финансового обеспечения, которое можно добиться благодаря усердной работе. Именно поэтому в большинстве японских семей основным добытчиком и кормильцем является мужчина, а все заботы о доме и уход за детьми возлагаются на женские плечи. Эти обязанности распределяются еще в самом начале семейной жизни, так что в отличие от европейских отцов, японские отцы не берут отпуска по уходу за детьми. Современное японское общество пытается бороться с таким устоявшимся патриархальным укладом, но пока безрезультатно. Таким образом, японские отцы свое время на семью и детей уделяют только в свои выходные дни. И наблюдая за тем, как они проводят время с детьми в парках, на детских площадках, в ресторанах, могу без сомнений сказать, что японцы чуткие, любящие и заботливые папы. Когда ребенку исполняется полгодика, головы родителей начинают мучить вопрос: как правильно познакомить ребенка со взрослой пищей? Вечная дилемма: готовить или просто купить в магазине питание в баночках. В следующем сюжете мы рассмотрим все плюсы и минусы домашнего и готового детского пюре. Что лучше для малыша? Готовое пюре в баночках или первый прикорм собственного приготовления? Давайте сравним оба варианта. Верочка, давай покушаем. Скажи ням-ням-ням. Давай. Ням-ням-ням. Молодец, умничка. Вкусно? Плюсы баночного пюре очевидны. Это очень быстро, просто и удобно. Всегда можно взять баночку готового пюре, отправляясь в поездку или на прогулку. Вы всегда сможете накормить своего малыша в любых ситуациях. Другие родители считают, что надежнее готовить самим. Именно для таких целей существуют вот такие мамины помощники, как пароварка-блендер. Давайте попробуем приготовить в ней овощное пюре из кабачка и морковки. Конечно, для первого прикорма пюре должны быть однокомпонентные, например, только из брокколи или из кабачка. Так, мы уже все нарезали, приготовили. Поставим вариться наши овощи. А пока продолжим говорить о промышленном производстве готовых пюре. Стоит отметить, конечно, что здесь идет 100% проверенное качество, поэтому мамам не стоит переживать. Овощи и фрукты, из которых они изготовлены, выращены на специальных фермах под строжайшим контролем качества. А вот, например, сказать про собственноручно приготовленные блюда сложно. Конечно, если у вас есть свой огород, то вы, может быть, уверены в том, что продукты имеют качественное происхождение, ежели купить все, например, на рынке или в магазине. Но у каждой медали есть обратная сторона. В данном случае финансовая. Если учитывать, что первый прикорм начинается вот с такусенькой на кончике чайной ложки один раз в день, то остальная баночка остается просто так, которую мы съедаем сами или попросту выбрасываем. Полностью готовую баночку пюре педиатры рекомендуют достигать через 2 недели после введения прикорма. Таким образом, кормить малыша только готовыми пюре не очень выгодно по сравнению с пищей домашнего приготовления. Обратите внимание, что в таком блендере вы можете самостоятельно контролировать измельчение овощей. Ведь чем старше ваш малыш становится, тем гуще должно становиться его пюре. Чтобы малыш не просто брал пюре в рот и проглатывал, а имел возможность его еще немножечко пожевать. Потому что у малышей жевательный рефлекс развивается еще даже до первого зубика.
Домашняя еда весьма разнообразна и каждый раз получается по-новому. Здесь имеется самый важный ингредиент – мамина любовь. Старайтесь готовить для малыша максимально разнообразно, чтобы ваш малыш рос здоровым и крепким. Приятного аппетита! Верочка, Я рада, что сегодня в нашем выпуске настоящие папы, вовлеченные. Ведь раньше отцам было достаточно прийти с работы, лечь вот так на диван, раскрыть газетку, включить телек. Какие подгузники? Дорогая, я делом занят. В лучшем случае ребенок ползает где-то рядом. Я надеюсь, эта картина в прошлом, и все папы понимают, что важно не количество, а качество часов, проведенные вместе с семьей. Несмотря на плотную занятость, Сергей работает в торговле. Он всегда находит время на общение с детьми. В семье Кияшевых царит абсолютный авторитет отца. Вот как его описала супруга Виктория. Строгий, заботливый, гиперответственный и требовательный. Сергей – командир своей футбольной команды из 2 сыновей – Гордея и Сергея. Сергей, Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня вместе со своей футбольной командой пришли. Привет, Гордей. Привет, Серега. Часто вы играете в футбол? Ну, стараемся, конечно, чаще выходить, да, насколько это находится свободное время. У нас, можно сказать, даже дома есть своя такая площадка, где мы постоянно что-то отрабатываем. У нас есть такие примитивные ворота в виде шкафа, ковер постеленный. Сергей играет в позиции вратаря. Есть специальная своя тренировочная система дома, да, тем более, когда сейчас у нас такая ситуация с пандемией, и многие площадки и стадионы закрыты, да, мы еще начиная с прошлого года уже как бы нашли выход из ситуации. Ну и в принципе это дает свои плоды. Сергей прибавил у нас, вот маленький на подходе тоже уже начинает втягиваться в процесс, хорошо бьет с левой ноги. А маме шкафы не жалко, Виктория? Нет? Нет, не жалко. У нас чем хорошо, что это у же нас... просто шкаф, а время, которое проводят вместе с родителями, с отцом, это же драгоценно. Это да. Ну, пока дома ничего не разбили. Но цветов у нас нет. Цветов у нас нет. А окна целы? Окна целы, слава богу. Сергей, в какие еще игры играете? Может, в походы ходите? Как развлекаетесь? У нас есть книжка с наклейками стран, и мы их клеим на карту. Так, то есть ты в географии ас, благодаря папе? Да. Ну, конечно, детям нужно очень много времени уделять. На самом деле, хоть как бы я и очень много работаю, да, остается время только на вечер, но и какие-то выходные дни стараемся очень много с детьми проводить времени. Тем более у меня пацаны, как бы, да, роль отца в воспитании мальчиков, но играет очень ключевую роль. Все равно нужно и показывать свой пример, да, чтобы тебя видели они, желательно только с хорошей, положительной стороны, потому что дети как в губка все это впитывают, и, ну и стараются быть похожим, конечно же, на своих родителей. Так же, как вы на своего отца когда-то? Ну, да, я тоже, конечно, очень много чего перенял от своего отца, да. Ну и, конечно, стараюсь, да, своим детям все, что могу дать, да, в воспитание, ну, по максимуму вложить в них. Да, это очень чувствуется. Виктория, как воспитывать мальчиков? В принципе, мне кажется, не стоит делать такой упор на именно половой принадлежности ребенка, да? В первую очередь нужно любить и поддерживать, смотреть, чем интересуется, и искренне интересоваться его увлечениями, то есть чтобы ребенок видел любовь, внимание и поддержку. Это нужно в любом возрасте, это нужно любому, хоть мальчику, хоть девочке. Ну, это основополагающий фундамент, наверное, вообще в воспитании. Вообще, психологи утверждают, что до 6 лет дети больше мамины, да? То есть, а потом уже идет определенная сепарация, и мальчики переходят уже к папе, да? То есть папа для них незыблемый авторитет. И так и должно быть.
Так и должно быть. Мужчину в первую очередь, конечно, должен тоже воспитывать мужчина, да, настоящий мужчина, который покажет, как быть опорой для семьи, защитником, да, человек, который несет ответственность за всю свою семью. Но, к сожалению, конечно, в нынешних условиях вот часто встречается, да, к сожалению, сейчас, когда мама сама несет функцию и мамы, и папы, вот в этом случае, конечно, это очень сложно. Это сложно. Такие женщины, конечно, они вообще молодцы, когда полностью, да, все вот эти функции объединяют. Мама уже несет такую функцию, как хранительница очага, там, поддержка, да, там, какая-то опека, любовь, там, чтобы там что-то рассказать, да. Но так в основном я уже сейчас по старшему сыну вижу, что это все уже папа. Как папа сказал, там, а папа сказал так, а мы с папой решили так, а маленький пока еще немножко мой. Так, Гордей, расскажи-ка про папу, какой он у тебя. Добрый. Добрый. Еще какой? Очень хороший. Ты папу сильно-сильно любишь? Он сильно-сильно любит. Папа и маму. Да? Ну, молодец. И последний совет для молодых родителей, у которых только сыновья. Здесь нужно своим примером только показывать желательно все свои положительные стороны, да, без вредных привычек. Потому что дети все это очень быстро схватывают, да, все это смотрят и стараются, конечно же, подражать своим родителям. То есть мальчики копируют пап. Да, здесь одним из важных это, конечно, воспитание отца. Ну что, папы, справитесь? Дорогие папы, мы сегодня для вас приготовили очень интересную игру. Нужно будет, чтобы ваш ребенок вас узнал по руке, только по руке. Как думаете, справитесь? Я угадаю точно. Да? Всем в рубашке. Точно? Кроме папы. Давайте проверим. Начнем мы с Ванюши. Давай, Ванюш. Кирилл, завязывайте глаза, Ванюши. Давай. Не подведи меня. Все, я тебя начинаю путать. Папа потихоньку пересаживается, чтобы совсем не было легко, Ванюши, да? Вытягиваем руки папы. Тихо, папа сидят, тихо. Так, раз, папа. Так, трогаем. Два, папа. Так, можно двумя руками. Папа это. О! Я по холодной руке угадала. Так, дальше кто у нас? Гордей, хочешь? Мама, такие платочки. Мама приготовила. Ух, какой огромный платок. Вот так вот, давай. Да, мама. Так, Гордей, ты у нас сегодня ковбой. Одновременно и маска, и повязка. Папочки, пересаживаемся по-другому. Так, папа вытянули руки. Так, папа номер один. Так, дальше иди. Иди сюда. Так. Ты можешь потом сказать, хорошо, Гордей? Ты сначала всех потрогай, подумай и скажи. Да. Это твой папа? Молодец. Так, кто у нас следующий? Сергей? Давай, молодец. Давай, мы тебя завяжем. О! Любушка, хорошо хлопаешь. Так, Сергей. Так, у нас пират получается. Давай мы тебя путаем. Ходим. Руки папы. Ну, наверное, Так. нет. Так. Это, наверное... Так. Да. Да? Это нет. Нет. Так, дальше трогаем. Ну, это, наверное... Папа? Точно. О! Папа узнает даже по кончику ногтя. Спасибо большое вам, детишки и папы. Вот видите, своего папу ребенок всегда узнает, даже по кончику ногтя. Оставайтесь с нами. Сейчас вы увидите то, что нигде больше не увидите. Мы приготовили фотографии женщин, чьи тела изменились после беременности и родов. И покажем их нашим папам. И посмотрим на их реакцию. Готовы, папа? Да. Давайте. Для вас уже пройденный этап. Сергей, вы первый. Так.
Как вы вообще реагируете на изменения в телах женщин? Ну, Вас это пугает? ну, в принципе, нет, не пугает меня это. Ну, ничего такого, мне кажется. Ничего страшного. Да, природой создано, что... Прекрасно, да? Красивые женщины. Так, дальше, Кирилл. Ну, я был на совместных родах 2 раза, О, поэтому как бы тоже ничего удивительного. Я думаю, что ну, можно с этим что-то сделать, можно прийти в форму после родов, заняться спортом, и все будет окей. так, Михаил. Я считаю, что когда женщина рожает, все, что вот вы нам показали в фотографиях, ну это вполне естественно. А красиво ли это? Мне кажется, да? Да. Когда ты смотришь на это как бы не результат лени, а это ну, результат рождения ребенка. Здорово. То, что естественно, это, скорее всего, красиво больше, чем это результат физического труда или так далее. Это так дано природой и создано. Потом женщина уже сама может решить, она пойдет улучшать свою форму после родов, или она вот будет в согласии с самим собой и ну, останется в этой форме. Главное, чтобы муж ее любил. А Мне вы, так кажется. а вы своих жен любите? Конечно, очень сильно. В любом виде? В любом виде. Я ее полюбил не за тело, а за ее прекрасную душу. Как бальзам на душу. Все, что создано природой, да, это как бы оно так и есть само по себе естественно. Люди друг друга любят, да. Я думаю, тут ничего такого и нету. Все это поправимо. Я думаю, бояться здесь ничего не стоит. Главное, чтобы родились очень здоровые дети. Поэтому, я думаю, здесь никаких упреков не должно быть к своей второй половине. То есть нам, женщинам, вообще Да, не стоит да, беспокоиться, конечно, ничего не обращать стоит внимание. беспокоиться. Растяжки, целлюлит, изменение формы, прибавка в весе. Это все ерунда? Ну, самое главное – женское самочувствие и ощущение женщины ну, вот, по отношению к окружающему миру, как она себя чувствует после родов или до родов, как она выглядит. Самое главное, мне кажется, вот ее самочувствие. А остальное это второстепенно немножко. Как вы успокаивали своих жен? Наверняка они делились с вами своими переживаниями по поводу изменения внешности. Никаких переживаний по поводу внешнего вида не было. Мы были очень сильно сконцентрированы на ребенке, тем более у нас был первый ребенок, это наша дочка. И мы больше были сконцентрированы на ней. Потом это первый ребенок, мы были неопытные, ну как бы и до сих пор у нас мало опыта, но тем более это вот первый ребенок. И нам было немножко страшно и тревожно, это вот постоянные ночные недосыпания, неправильно положили. Не до внешности. Дело было вообще не до внешности. Мы больше сильно беспокоились о ребенке и как бы правильно все сделать, чтобы ребенку было хорошо. На самих родах, я помню, ну как бы это же больно, да, рожать ребенка. И мы вот, ну я пытался облегчить эту боль природой и быть какой-то моральной поддержкой. А вот после Аня наверняка А после переживала. Аня, да, говорила, вот там, ну, растяжки, да, это все нормально, ну, как бы сейчас все окей, все вернулось Ну как в ты ее норму. успокаивала? Какие слова ты ей говорила? Ну, я говорю, ну это же естественно, ты родила ребенка, не надо париться. Когда ты родил, у тебя есть растяжки, это круто. Ясно. Сергей, с вами ваша супруга делилась переживаниями? По отношению к своей супруге, у нее наоборот как-то даже намного все лучше после родов стало. Но сама природа, видимо, такая у нее конституция, да, что вот сейчас стало, наоборот, еще краше и стройнее. О, здорово. Да. Так, а сейчас у вас есть уникальная возможность сказать слова любви своим женам. Моя любимая Аня, я тебе каждый день говорю, что я тебя очень сильно люблю, что ты у меня самая красивая, и я никогда не устану это повторять. Мне кажется, что мы с тобой созданы друг для друга, и я этому очень сильно рад. Спасибо, что ты у меня есть, дорогая. Аня, я тебя очень сильно люблю и благодарен за те счастливые моменты, которые у нас есть сейчас, которые у нас были и которые будут. Я тебя люблю. Виктория, ты у меня самая красивая, самая стройная, самая любимая. Ну, благодаря тебе только у нас такие дети самые красивые, счастливые. Спасибо тебе за это. Я тебя люблю. О, чувствую себя так, будто мне в любви признались. Спасибо большое. Мне очень приятно было услышать то, насколько вы бережно относитесь к своим супругам. С такими мужьями мы точно справимся, девочки. Пока-пока.